Несколько раз в год представители республиканской и местной власти посещают отдаленные сельские населенные пункты Интинского округа. Летом добраться до них можно только на вертолете или по реке. 8 сентября большая делегация, в состав которой вошли депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов, мэр Инты Владимир Киселев, заместитель руководителя администрации Елена Моторина, депутаты города Илья Николаев и Андрей Лавриненко, исполняющий обязанности прокурора Инты Дмитрий Парфенов и исполняющий обязанности директора УЖКХ Олег Федоров выехали в Петрунь. Путь оказался долгим. Из-за низкого уровня воды в реках Касью и Уса добраться до отдаленного села было непросто. Чтобы судно не село на мель, большую часть пути катер двигался со скоростью примерно 12 км в час. За рулем настоящий профессионал, опытный капитан с 35-летним стажем Сергей Бочкарев. С 2014 года в официальных структурах перевозка. До этого просто там на подработка бывал. А насколько сложно им управлять? Ну, очень сложно. Дело в том, что это модель КС, то есть катер сплавной. Он больше предназначен был для плотов, сопровождения, разбор завала. А это мы уже применяем его в других целях. Так как уже плотов никто давно не таскает у нас. До Касьювома судно шло чуть быстрее, так как катер двигался по течению реки. По Усе до села Петрунь плыли уже против течения. На пути постоянно встречались перекаты, обмелевшие участки. Заметить дно реки можно было невооруженным глазом. По словам капитана, этот сезон достаточно сухой. Летом было очень мало дождей, работать сложно. Зачастую приходилось отменять рейсы, и катер вынужденно простаивал. Постоянного графика нету. И все зависит от уровня воды. Иногда люди заказывают что-нибудь привезти, а ты физически не можешь. То есть воды не хватает. Лодка – это лодка. Там другое, и управление другое, и езда другая. А на катере совершенно все по-другому. И глубины другие надо знать, и чувствовать, как идет. А кто вас научил или сами где-то учились? Учился я изначально самоучка, потом доучивался частично в Ярославле, частично в Печоре. То есть сборная такая учеба у меня. А научился, меня еще в детстве учили, потом, когда при шахте. На каждом предприятии у нас были же катера. Вот так учился сначала. А потом, чтобы ездить, надо официальный документ. На чем легче, на машине или на катере? На машине намного легче. Здесь тоже свои правила езды. Не только тоже считают руль на реке, что там не те скорости. Ну, пусть кто-нибудь придет, попробует поездить. Есть навигаторы, а так официально, если так смотреть в своей жизни, я уже 35 лет на реке, поэтому уже все берега запомнил. Так в голове в основном. Ну, естественно, пользуешься современными технологиями. Бывает легко, когда и вода позволяет, и погода хорошая. А иногда, когда сильный ветер, волна и воды еще мало, бывает стоишь, ждешь где-то, прячешься от волны. И такое бывало. Бывает под берегами идешь, ну, используешь разные ситуации. Уже чисто машинально уже в голове думаешь, можно, нет идти. От пристани 35-й километр до села Петрунь около 100 километров. По пути заехали в Касьювом, выгрузили багаж и пообщались с местным населением. Люди пожаловались на подрядчика, который занимается капитальным ремонтом инженерных систем в доме номер 3. По программе регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов должны быть выполнены работы по замене электропроводки и щитов, а также систем отопления, водоотведения и холодного водоснабжения. В итоге ремонт затянулся. Жители обратились к мэру Инты с просьбой оказать содействие и поторопить специалистов. Владимир Киселев тут же сделал несколько звонков и дал соответствующие указания. Затем катер продолжил свой путь на Петрунь. Изначально мы шли от 35-го до устья Касью по реке Касью по течению. Течение помогает всегда.
А на Усу мы против течения, скорость меньше, плюс то, что очень много перекатов и отмелей. Они тоже не дают разогнаться. А так, в принципе, это еще мы хорошо идем. Много песков новых появилось. И то, что дождей у нас мало получилось, ну, за месяц, за 1,5 месяца 2 раза дождички, которые утром пришли, вечером ушли. Тяжело ходить, но ходим, когда надо. Во избежание чрезвычайных происшествий на воде судоводитель обязан учитывать технические возможности своего транспортного средства, соблюдать ряд правил и не превышать скоростной режим. По правилам безопасности и по техническим данным при загрузке, ну, он просто не сможет разогнаться. Он уже для других целей предназначен, не для скоростной поездки. Поэтому все вот так складывается, много разных факторов. Максимальная скорость, когда там 2-3 человека, я на нем ехал 28 километров. Скорость была. А сейчас от загрузки тяжелее, поэтому он физически не может себя на глиссер вытолкнуть, когда на борту примерно 1,5 тонны. Поэтому выбираешь оптимальную скорость, чтобы двигатель не уставал и движение было не очень длительным. Сегодня с какой скоростью мы идем? Ну, средняя скорость у нас где-то 11 километров против течения. А по течению? По течению мы по течению шли 14-15, ну, средняя 14. По течению, я говорил уже, всегда легче. К вечеру делегация добралась до села Петрунь. Это один из самых больших и старых населенных пунктов Интинского округа. В 2021 году селу исполнилось 150 лет. Сейчас здесь проживает примерно 400 человек, которым не безразлична судьба своей малой родины. Сельчане – активные участники различных программ. По их инициативе в селе реализовано множество проектов. Люди не стесняются обращаться с наказами к депутату Госсовета Республики Коми Александру Попову. Ну, на самом деле, села получается посещать меньше, чем хотелось бы. Непростая логистика, и мы с вами сегодня убедились. Мы думали, что доедем за 5 часов, а получились все 9. Села Интинские – это особая аура, особая атмосфера. И мы сегодня вот прошли Косьевом. Сейчас добрались до Петруний. Цель такая – посмотреть, как сегодня живет Петрунь, чем она дышит, потому что это самый большой населенный пункт сельский. 400 человек живет постоянно, 600 в летнее время. Люди любят это место. Мы сами видели с вами, как, когда на катере подходили, какое-то красивое место. То есть человек здесь не зря поселился 150 лет назад. Но за последние 3 года здесь удалось реализовать несколько проектов по разным направлениям, в том числе по депутатским наказам. Вот сейчас мы стоим у памятника погибшим и умершим после Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны. Здесь находится спортивная площадка, здесь детская площадка, улицы благоустроены, отсыпаны свежей гравийно-песчаной смесью. В этом тоже мы вместе с администрацией города принимали совместное участие, чтобы решить этот вопрос, потому что так получается, что человек живет на берегу реки, где есть песок, но некоторые законодательные нормы не позволяют просто подойти и копнуть. Нужно там соблюдать формальности, и иногда эти формальности делают невозможным реализацию самой задумки. Но сегодня в Петрунях есть связь, есть интернет. Сегодня мы стоим вот у этого памятника, мы идем по благоустроенным дорогам. Но самая задача, которую я для себя ставлю, это все-таки добиться, чтобы в Петрунях была построена новая школа. Потому что если будет хорошая школа, в которой будут хотеть учиться дети,
то будет Петрунь. Если мы этого не сумеем добиться, тогда под сомнением само существование села. А сегодня в арктической зоне это недопустимо. Люди должны здесь жить. В ходе рабочего визита в Петрунь депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов, глава округа Владимир Киселев и исполняющий обязанности прокурора Инты Дмитрий Парфенов провели личный прием граждан. Один из вопросов – когда будет построена в селе Петрунь новая школа. Старое здание уже нет смысла ремонтировать. Я обращалась с личным вопросом по поводу строительства новой школы в селе Петрунь. Это проблема такая у нас долгоиграющая, скажем так, да. Но сказали, что все на контроле, место согласуется, по крайней мере, сказали, что нет отказа. Это дает надежду, что все-таки мы дождемся новую школу. Сами понимаем, что все не так быстро делается, но дали надежду опять, мы ждем. Этот вопрос находится на контроле, в частности у меня. И сейчас только что мы говорили там около памятника, я сказал, что главная наша задача, чтобы в селе Петрунь появилась новая школа. Потому что если в Петрунях не будет новой школы, то через какое-то время станет вопрос вообще о том, быть ли Петруня. Но сегодня этот вопрос еще окончательного решения не имеет, потому что возникли проблемы с выбором участка. Там, где сегодня стоит школа, там просто расшириться невозможно, нужно перемещаться, болото, еще что-то. То есть технические проблемы, которые сегодня прямо не позволяют принять решение, но мы вместе с администрацией города над этим вопросом работаем. Министерство образования, оно поддерживает нас и говорит, что да, мы этот объект имеем, мы хотим его сделать, но сегодня нужно, чтобы все отработали свои вопросы, чтобы появился участок, который соответствует требованиям, и чтобы там можно было начать строительство. Заходить сюда с каким-то хоть чуть-чуть недорешенным вопросом нельзя, потому что, вы понимаете, логистика Петруней, мы сегодня плыли 9 часов, да, причем мы все время были в движении, нас ничего не останавливало. Нигде не застревали? Мы там пару раз тыркались, но все равно мы проходили. А грузы везти? Строительство школы – это непростой момент. Поэтому, прежде чем выходить сюда уже со строительством, нужно решить все организационные вопросы. Но вопрос не снят. Еще одна больная тема, волнующая сельчан, связана со здравоохранением. В селе нет постоянного фельдшера. Порой обращаться за медицинской помощью некуда и не к кому. А ездить все время в город жители не могут. В селе Петрунь у нас отсутствует медицинский работник, оказывающий первичную доврачебную помощь. Фактически нарушаются права жителей села Петрунь. На доступность медицинской помощи. Чтобы получить медпомощь, необходимо выезжать за пределы села и ехать в город, что доступно не всем жителям села. Просим вас помочь жителям села на выделение администрации поликлиники города Инты штатного медработника. Это вопрос Министерства здравоохранения, то есть мы вносили представление в Интинскую ЦГБ, получается, городскую больницу. Да, они обещали выделить фельдшера, но до сих пор нет. Поэтому я предлагаю, в том числе и нам, написать обращение дополнительное. Я возьму на личный контроль, и мы быстренько рассмотрим, и я думаю, найдем решение этого вопроса. Если нет, просто хочется. Потому что на самом деле этот вопрос находится на контроле как и прокуратуры республики, так и Генеральной прокуратуры, потому что это проблема не только вашего района, но и маленьких районов, городов Российской Федерации. Проблема очень сложная. Проблема это не только села Петрунь, проблема сел не только нашего района, но и всех других, и Республики Коми, и вообще, наверное, всей России. Да, к сожалению, в такие маленькие села, особенно на севере, не едут работать фельдшеры, к сожалению. Хотя есть и работает программа «Земский доктор», и есть место, где
которой человек бы мог жить, да, то есть дается квартира. Но, к сожалению, вот у нас нет постоянного работника, поэтому ЦГБ вынуждена направлять в командировки на неделю сюда работников. Но это, конечно, жителей не устраивает. Работа продолжается. Везде пишем, чтобы люди приезжали к нам, но пока вот никто не соглашается. Вместе с тем хотелось бы очень обратиться к жителям села Петрунь, чтобы они также проводили профилактическую работу со своими детьми, чтобы говорили, чтобы дети учились на медицинских работников и возвращались в свое родное село, потому что чужому, наверное, селу не нужно, а вот свои собственные дети, конечно, могли бы вернуться и работать. Также жители села Петрунь интересовались, возможно ли привести в порядок вертолетную площадку. Люди считают, она уже давно устарела и ее необходимо модернизировать. Инта планирует участие в республиканской программе «Это развитие сел», то есть дополнительное финансирование. Мы планируем эти деньги пустить на 2024-2025 год. Это дополнительное оснащение вертолетных площадок, то есть закупка модулей и, собственно говоря, мест ожидания на вертолетных площадках для местных жителей. Во время личного приема граждан вопросов и просьб было озвучено много, но не все из них люди захотели афишировать. Диапазон очень широкий, от бытовых проблем, от каких-то частных вопросов, до самого как жить дальше. Причем мы понимаем, что жители сел, они самые спокойные, уравновешенные, они не кричат. Они говорят, вот смотри, вот есть такая ситуация, вот это несправедливость. И когда ты понимаешь, что человек понимает, что он хочет, как он хочет, но у него есть препятствия административного порядка, то мы спокойно беремся за эти вопросы, идем ко всем, к тем, от кого зависит решение, и, как правило, все-таки находим решение. Поэтому я думаю, что для каждого человека важней, это не я могу определить, это каждый человек чувствует для себя. Но каждый человек, который приходит с вопросом, он должен получить ответ, и я стараюсь, чтобы никто без ответа не ушел. Во время рабочего визита в село делегация специалистов также посетила жилищно-коммунальные и социальные объекты, чтобы оценить их готовность к зиме и учебному году. Сельская котельная работает, угля на предприятии достаточно, в школе и доме культуры тепло. Проделана большая работа, то есть все готово к отопительному сезону, то есть все поселки, села Индинского района, все готовы к отопительному сезону, и я думаю, что пройдет в штатном режиме. Мы уже с 30 числа отопление запустили по всем селам, по городу, именно социальных объектов. Все социальные объекты, это школы, сады, уже запущены. И что касается Петруней и остальных сел, и города, то есть отопление запущено, все в штатном режиме, есть постановление, есть график. То есть помещения протопились, и к 1 числу, 1 сентября, дети пошли в теплые классы. Летом в здании местного дома культуры и библиотеки установили новые окна. Старые деревянные рамы давно износились и ремонту не подлежали. Шпаклевать и красить их не было смысла. Сотрудники учреждения культуры старались лишний раз не трогать деревянные конструкции, чтобы они не развалились. Проблема решена. Часть работ проведена по программе «Народный бюджет», часть за счет бюджета Инты. Мы в прошлом году подавали 2 народных бюджета по зданию. У нас в этом здании находится и библиотека, и сельский дом культуры. Здание не очень крепкое. Нет, здание крепкое, но окна были очень старые и очень сильно продувало. Здание было холодно. Поэтому мы давали 2 народных бюджета, чтобы заменить окна на стеклопакеты и в библиотеке, и в сельском доме культуры. Выиграл только один проект, это библиотека. Поэтому за счет народного бюджета мы поменяли окна в этом году в библиотеке. Но из бюджета также были предусмотрены, выделены деньги, чтобы заменить окна и в доме культуры. Поэтому сейчас все здание будет теплым, красивым, с красивыми окнами.
Большинство жителей села Петрунь настроены позитивно. Они не боятся трудностей и не планируют уезжать со своей малой родины. В прошлом году в селе появилась долгожданная сотовая связь и высокоскоростной интернет. Постепенно решаются и другие проблемы. Какие-то быстро, какие-то не сразу. Но люди в отдаленном от города селе не чувствуют себя забытыми и брошенными. Когда, например, приезжают к нам начальство, да, задаем вопросы, свои там просьбы, да, обратный эффект, конечно же, есть. Всегда раз в год, например, что-то, да, выполняется. Ну, не было такого, что что-то не сделали, допустим, что обещали. Ну, конечно, есть такие долгоиграющие проекты, что вот надо подождать, но в конечном итоге результат всегда есть. Самое радостное событие – это появление мобильной связи в селе Петрунь. Ну, это ждали все, дождались. Отремонтировали памятник, там добавили список. Ранее не было вот этого списка ветеранов. Сделали, поменяли окна в библиотеке в клубе. Теперь там новые пластиковые окна. Ну так и приезжают, конечно, депутаты приезжают, озвучиваем свои вопросы. Делается потихоньку. Вот в этом году, например, вот окна новые поставили в библиотеку, в клуб. Вот аккуратнее, как бы и в глаза попадается. В центре села все-таки красиво. Сегодня нам привезли колонки, мы очень рады. Они рабочие, новые. Мы включали, все хорошо. Спасибо Центру национальных культур, нашим руководителям, что нам помогают. Проводим мы дискотеки для молодежи, для населения. Вот такие праздники большие, собирается очень много молодежи. И колонки, это нам надо, чтобы они звучали, дискотека была яркая такая, насыщенная. Вот для этого нужны нам колонки эти. Завершилось посещение села Петрунь яркой игрой в волейбол. По традиции, которая зародилась несколько лет назад, как раз во время одного из таких рабочих визитов гости провели несколько партий со школьной командой. Мы долго тренировались, долго ждали, и первая партия прошла волнительно, но мы одержали победу. Потом более-менее мы привыкли, и только на третьей партии мы очень сильно волновались. Вообще нам очень понравилось, как я считаю. Товарищеская встреча между детьми и взрослыми получилась, как всегда, яркой и достаточно эмоциональной. В этом учебном году состав школьной команды пополнился новыми игроками. На место старшеклассников, которые закончили обучение и выпустились, пришли совсем юные волейболисты. Конечно, мы рады, что есть такая вот изюминка, да, скажем так, нашей школы, что у нас играют в волейбол, да, представители администрации и наши простые школьники. Так, ну как, у нас в прошлом году в учебном выпустилась школьница, которая вот все время писала Владимиру Алексеевичу, звала на товарищеский матч. Сейчас она уже учится в Кирове, а традиция осталась. И детям приятно, и нам весело. Ну и представителям администрации тоже, наверное, интересно вот поиграть со школьниками. Сегодня, может, даже они выиграли. Есть такое ощущение, потому что команда сегодня у нас немножко так помладше, да, послабже. Ну, значит, тренировались соперники наши. Они играли хорошо, лучше уже, чем в предыдущие разы. Думаю, надеюсь, тоже им понравилось. Приезжие гости старались играть достойно, но из 3 партий удалось выиграть только одну. Победу вновь одержали дети. Не падай. Давай.
Это же мой друг. У тебя другой был? У меня два. Сычок. Теперь точно подай. Спокойно. Сычок в голове. Мой. Давай. Мой. Опа. 5-10. Ой. Потолок. 11-5. Процентов нельзя. И давай. Ой, последний. 12. Короче, ладно. Теперь уже как будет. Зря вы еще на одну согласились. Ты не поделал. 6-12. Сычок не вытянул. Это в новинку было первый раз, а сейчас мы уже более-менее привыкли к этому и тренируемся каждый год. Вот приходим в школу и начинаем тренировки, ждем, когда приедут и будем играть. Представители республиканской и местной власти всегда приезжают в села не с пустыми руками. В завершении игры глава НТ поздравил школьную команду волейболистов с победой и преподнес ребятам подарки, которые пригодятся для учебы в школе.